Привет, меня зовут Нигина, и сегодня я дежурная по городу. Мы находимся на площади 800-летия Москвы, и сегодня здесь фестиваль раритетных автомашин и ретро-музыки. Это уже 10-й юбилейный показ, и он будет особенным. Например, впервые приехала автомашина ЗИС-110, на котором в Душанбе ездил сам Хрущев. Все подробности об этом в нашем репортаже. От Волги до Победы, а еще западные и восточные иномарки прошлого века – Pontiac, Volkswagen, Nissan Президент. Большинство из этих автомобилей участвуют на фестивале каждый год, и каждый раз душанбинцы и гости столицы приходят и наслаждаются раритетом как в первый раз. Но вот одна из моделей в этом году приехала впервые. Ее поместили на почетное место рядом со сценой. Знакомьтесь, здесь 110B Фантон высшего представительского класса завода имени Сталина. Штучный экземпляр. Всего было выпущено около 50 таких автомобилей. Конкретно этот экземпляр хранит уникальную историю. На нем ездил сам Хрущев по улице Душанбе во время своего исторического визита в Таджикистан. Это автомобиль в кузове фаэтон со складывающейся матерчатой крышей. Автомобиль 1956 года выпуска. Реставрировался в течение нескольких лет. В автомобиле все детали оригинальные заводские. Практически все автомобили на этой выставке хранят в себе удивительные истории. И все они на ходу. Вот эта мотоколяска приехала своим ходом из Худжанда. За 300 километров полулитровый движок израсходовал всего 15 литров бензина. Очень экономично. СМЗ С3А известен советским людям по знакомой комедии «Операция И» и другие приключения Шурика. На инвалидке в фильме ездил персонаж Моргунова. А вот на этой мотоколяске ездил таджикистанец, участник Великой Отечественной войны. این ماشین راستیگم پیش همین با کلونا موندگی بود این ماشین ما گرفتیم گرام موندگی بودیم همین چه بود موندگی بودیم یک های میکردم میام و آدم اینولید بود آدم بعد از سر ما آدم گرفتیم ما گرام موندیم کلیسه گرام موندیم تمام. Фестиваль ретро-автора и ретро-музыки проводит каждый год радиостанция «Азия Плюс» совместно с клубом любителей раритетных и эксклюзивных автомобилей и мотоциклов при поддержке Хукумата Душанбе. В этом году генеральным партнером выступила платежная система «Контакт», а официальным партнером – АЗС «Газпромнефть». Фестиваль давно стал семейным, и на территории всегда есть чем развлечь детей. Игровые зоны, фисарт, а на сцене всех развлекала команда аниматоров Сева Джалилова. Чего не хватает девочкам? Девочкам денег. Да! Что он сейчас сказал? Поняли? Это не... Слушай, Хабиб, ты на самом деле взрослый, братишка. А мальчикам? Чего не хватает мальчикам? Мальчикам мозговых хватает. Этот день войдет в историю. В этом году я первый раз попала на эту выставку. Меня очень-очень удивила красота этих машин и то, что радио Азия Плюс ставит офигенные треки. Очень красиво и очень интересно. Хорошо, что хозяева машин сохранили машину в таком первозданном виде. Просто на будущее устроить фестиваль сделать так, чтобы машины по маркам стояли. Москвичи отдельно, Волги отдельно. Вторая часть программы зажигательная. Выступали звезды таджикской эстрады Хайотой Муминова, группа Авеста, Хабиб Хакимов, Фарух Хасанов, Фарахно Саидова, Зафар Абдуалимов, Муборис Усмонов и Худжайстай Мирзовали. Фестиваль ретро-автора проходит уже 10-й год, и каждый раз здесь можно найти что-то уникальное и поностальгировать по добрым временам.